Ну и для того, чтобы перейти к нам, к нашей родной планете Земля, я предлагаю начать с небольшого такого эксперимента. И эксперимент у нас будет связан вот с чем. Давайте себе представим, вот Володя сейчас говорил про эту самую зону Златоглазки. Да, вот место, где потенциально возможна жизнь. А вот давайте себе представим, что мы все с вами стали сотрудниками НАСА, и перед нами стоит задача найти планету, на которой есть жизнь. Как вы думаете, как мы могли бы это делать? Как можно искать жизнь? По каким параметрам? Есть какие-то идеи? Сначала искать планету, где есть вода. Вода, да? Хорошо. Оболочка. Ну мы же вот оболочка, да? То есть, скорее всего, она там будет, по всей видимости, как-то атмосфера, да? Положение от Солнца, да, вы говорите? Положение от Солнца, насколько она удалена, ну, от звезды, соответственно, там, наверное, может быть еще Солнце, да? Потому что температурные характеристики. Ну, размер, наверное, самой планеты. Размер. Может быть, такой свет нужен, поэтому может быть какой-то источник. Ну вот то, что положение от звезды, да, каким-то образом это должно быть тоже, да? Да, отлично. Ну, это звезда, верно же, да? Вы об этом? Да, совершенно верно. И вот вы знаете, я не просто задала такой вопрос, потому что когда-то тоже один из исследователей, Лин Маргулис, говорю, Лавлок, перед ним тоже стояла такая задача – найти планеты потенциальные, да, на которых потенциально возможна жизнь. И он стал анализировать. И вот давайте посмотрим, что он видел, да, и как он смотрел на это. Да, и постепенно мы постараемся тоже выкристаллизовать сверху к тому, что вы говорите, да, еще какие-то параметры. Земля, жизнь, климат и многое другое. Мы в эту презентацию постарались интегрировать разные вопросы, да, для того, чтобы, ну, как бы мы приземлимся и поговорим о нас, да, о нашей с вами жизни. И вот космос, на котором закончил как раз Владимир Александрович. И это планета Марс. И давайте посмотрим, какие же параметры, да, на этой планете мы видим. Обратите внимание, температура, да, средняя. Плюс 53, углекислый газ 95, азот 2,7, кислород, ну буквально следы. И вода у нас в виде льда при таких параметрах. Ага, сделал себе вывод, значит, Лавлок, и пошел дальше. Следующая планета, которую мы сейчас с вами увидим, на что это похоже? На Венеру, совершенно верно, Венера, да. Какие ее параметры? Угу. Температура 477, углекислый газ 98, азот 1,9, кислород также следы, а вода в виде пара. И вот исходя из удаленности от звезды и исходя из термодинамического равновесия, да, и параметров, которые максимально стабильны, он сделал предположение, он стал высчитывать, а какие же параметры должны быть на планете Земля, да, вот у нас. И в результате он сделал вывод вот такой, что Земля без жизни, у нее были бы вот такие параметры. Температура от плюс 200-900 до минус 50, углекислый газ точно так же, да, как сестра, да, с другими планетами 98, азот, смотрите, 1,9, кислород, следы, вода или пар или лед, потому что это термодинамическое равновесие. Так удобно, так устойчиво, да, так правильно с точки зрения, ну, как бы тех процессов, да, которые есть. Но у нас же совсем не так. У нас на Земле есть что? Аномалия. Аномалия. Угу. Так вот, Земля с жизнью представляет собой вот эту самую аномалию, которая выбивается из всех этих параметров, да, и она представляет собой температуру среднюю плюс 15, углекислый газ нули, да, 0,03, азот много, 78, кислород 21, там примеси других газов, но самое главное, то, что вы говорили, вода во всех трех агрегатных состояниях.
И одним из важных параметров поиска жизни стал поиск аномалий. То есть то, что фактически, физически, да, ну, казалось бы, невозможно. Почему? Да? Но что же делает Землю такой уникальной? Почему возникают такие аномалии? И вот здесь вот есть уже подсказка. Что это? Жизнь, совершенно верно. И тогда стали размышлять, ну как же это удается? Ну и вот что дальше первично, да, как то курица или яйцо, что первично? Да? Первично все-таки те условия, в которых находится планета, как то удаленность от светила, да, и так далее, там наличие атмосферы и все остальное, либо наоборот, либо первично все-таки ситуация того, что жизнь начинает что-то менять. Да? Потому что без жизни Земля была бы совсем другой. Другие равновесия были бы там, да? А это совершенно неравновесные системы. Ну, почему 15, да, средняя температура? Почему вода, да, которая и в таком состоянии, да, и так далее. И вот на самом деле очень важное открытие, и это открытие, ну, буквально, наверное, 20 века, оно заключается именно в этом, в том, что именно жизнь создает вот эти условия. Это вывод, который вы сделали, что жизнь создает условия, да, но что такое тогда жизнь? И вот мы все знаем с вами это определение, да, определение, которое когда-то дал Фридрих Энгельс, и оно до сих пор в учебниках, да, и мы так или иначе, ну, я училась на этом определении, у меня дочь на этом же определении учится. И так или иначе мы вот вокруг этого определения, да, всегда, что это жизнь, способ существования белковых тел и так далее. Да, то есть мы знаем его очень хорошо, но чего-то в нем не хватает. Вот этой рамки, да, большой, что она так много, да, и всего лишь способ существования. Что-то не то, да, что-то хочется добавить, потому что, нажми, Улик, пожалуйста, еще раз. Потому что если мы говорим, что жизнь это всего лишь способ существования белковых тел, то вот это же тоже тогда жизнь. Ну, бульон из курицы или там из чего бы то ни было, да? Ну, да, то есть даже если мы говорим, что с постоянным обменом веществ, да, с окружающей средой, их внешней природой, ну вот, например, когда мы ее варим, обмен веществ же происходит, да, и так далее, ну вот не все до конца вяжется. При этом мы понимаем, что жизнь, она существует в очень узких пределах, то есть она хрупкая. Очень узкие пределы окружающей среды, где жизнь возможна. Да? И вот что-то здесь не вяжется. И есть другое определение жизни. Так или иначе, я думаю, что вы уже сами почувствовали, и уже вот то, что говорил Володя перед этим, вот я уверена, что уже вот нас всех вот не устраивает это определение, потому что оно не вбирает в себя вот всю сложность этого явления. И здесь, конечно, я хотела предложить определение, которое дал Эмиль Джапарович Шукуров. Ну, я уверена, что все так или иначе знают Эмиль Джапаровича Шукурова, это наш учитель, это ученый с большой буквы, да, и он внес огромный вклад. И я хотела бы поделиться именно этим определением, что жизнь, обратите внимание, принципиально по-другому, это самовоспроизводство организмов и благоприятной среды обитания. Да, благоприятной среды обитания в определенном объеме пространства, закономерно организованной совокупности многих видов, да, которые объединены и соединены в экологические системы. Да, то есть он дает нам совершенно гораздо более сложное, но более ясное понимание, что жизнь это то, что и самовоспроизводится, но и воспроизводит условия, да, в которых для своего существования. То есть это некий, ну, не знаю, вечный двигатель, да, своего рода, конечно. Элементарная единица жизни. Что это? Да, совершенно, ну вот Google, да, я вот вбила в Google, да, элементарная единица жизни. И мы тоже привыкли говорить о том, что это клетка. Как только я вбиваю в Google элементарная единица жизни, вы видите ответы, да, которые мы получаем. Вот исходя из того, что говорил Володя, и как вот вы сейчас думаете, как вы считаете? Все-таки клетка? Молекула? Угу. Элементарные частицы. Ну, они живут?
Совершенно верно. Экосистема. И действительно, сегодня мы уже не можем останавливаться на том, что клетка является единицей жизни, потому что она не может ее воспроизводить. Клетка не может благоприятную среду обитания для себя создавать в единичном виде даже и так далее. То есть именно множество, да, множество, которое сосредоточено в экосистеме, оно может поддерживать и создавать благоприятную среду для своего обитания. Ну вот что такое экосистема? Вот. Живых совместно с условиями среды. А вот как думаете, вот это? Это экосистема или нет? Так, ну, нет, вопрос очень четкий. Это экосистема? Экосистема. А почему? Потому что там есть воздух, там есть воздух, там есть листва, там есть зелень, потом С кем? Где? Она закрытая в бутылке. Она, помните, вот видите, запаянная бутылочка. Угу. Да, это не экосистема. А почему не экосистема? Во-первых, трофические уровни. Во-вторых, замкнутая. В-третьих, ну воздух там есть. Почему там нет воздуха? Там есть же воздух. Там же есть воздух. Ага, то есть вы говорите уже про цепи питания, да, про пирамиду, что вот это важно, да, для экосистемы. Отлично. Так, еще почему это не экосистема? Потому что создано человеком. Конечно, что, но опять же, когда мы говорим искусственные и естественные экосистемы, мы к этому тоже подойдем. Но то, о чем мы только что говорили. солнца нету там. Да не, ну поставим на окно. Там внутри-то нет, но на окно поставим, пожалуйста, солнце туда попадает. Круговорот. Круговорот. Ну, опять же, смотрите, круговорот чего? Углекислый газ, кислород, да? Да, то есть есть, видите? Есть. А смотрите, а если мы ее вот так вот оставим, сколько времени она может просуществовать? Ну почему? Кислород же, смотрите, оно же выделяет, фотосинтез. Никто ж не... Правильно? Сколько? Питательные вещества закончатся, да? Вода нужна. Ну вода же будет... Балансы, да? Возникают балансы, да? Да, и она не сможет создавать условия, да, для жизни, совершенно верно. Поэтому, конечно, это не экосистема. Сейчас мы с Володей работаем над словарем. И это, вернее, над глоссарием, да, и это определение, оно как раз такое, знаете, вот мы постарались интегрировать туда и определение, которое давал Эмиль Джапарович, да, и вот последние наработки. И я хотела здесь обратить вот ваше внимание, да, вот на это, что это воспроизводящееся в течение длительного времени. Да, то есть это важно, когда экосистема – это устойчивая, воспроизводящаяся в течение длительного времени, самостоятельная единица, независимо от других единиц, может самовоспроизводиться на определенной территории и является нижней единицей, которая воспроизводит жизнь. Да, то есть она, экосистема, это нижняя единица, которая воспроизводит жизнь. О том, как она устроена, мы сейчас будем говорить вот дальше. Да, но вот нам важно начать понимать, да, про вот эту вот всю целостность и вот эти сложные взаимосвязи и совокупность, потому что только ряд экосистем, множество экосистем могут поддерживать условия существования на планете. Но более того, вот сегодня, когда мы говорим даже про то, а что вот единица, да, что вот даже сегодня очень сложно говорить о границах даже единого организма. А где заканчиваются эти границы и где начинается экосистема? Да? То есть вот где вот эти границы проходят, потому что мы настолько плотно связаны со всем живым веществом планеты, да, что я вот хотела привести вот такой вот, ну это, наверное, один из последних таких разработок, это концепция холобионтов. Да, холобионты Лин Маргулис, который говорит о том, что жизнь возникала не в борьбе за существование, а в сетях.
И в этом смысле появление жизни – это всегда появление сразу экосистемы. То есть это появление сразу сети, потому что иначе оно не сможет поддержать вот те условия, в которых оно появляется. Поэтому вот концепция холобионта, и вот что у нас относится к холобионтам? Это, во-первых, мы с вами, да, то есть это любые практически организмы. Почему? Потому что в нас живут огромное количество микроорганизмов. И мы, как эукариот, да, основной эукариот, в нас очень много прокариотов живут различных и так далее, то есть и мы являемся сами по себе системой. С другой стороны, это вот пример, собственно, кораллового рифа, который тоже является огромным организмом, вот, и у него настолько все это переплетено, да, и генетически, и, собственно, потоки ресурсов, энергии и так далее, что он тоже относится к холобионтам. Да, то есть холобионты – это комплексы, да, комплексы, которые вот в основе, не только за счет солнечной, то есть в основе которого лежит вот это вот взаимодействие, то есть главный эукариот и взаимодействие большого количества других разнообразных веществ, и вот, вернее, жизни, да. Но вот главный здесь вывод, который мы должны понимать, что сетестроение, да, то есть мы должны понимать, что ну, вот эти вот границы, да, они сейчас сдвигаются, и когда мы говорим о том, что вот здесь вот экосистема заканчивается, здесь начинается, здесь организм заканчивается, здесь начинается, вот здесь вот нужно, ну, как бы понимать, что сейчас все больше наука двигается к тому, чтобы понимать, а где все-таки оно заканчивается и где начинается. Вот четко она размывается, граница размывается, потому что мы видим, что вот в экологии, да, очень важны вот эти системы взаимосвязи, да, и системы потоков энергии, системы потоков вещества, и вот они являются в центре внимания, наверное, современных исследователей. И вот эти вот потоки, на самом деле вокруг них сейчас ну, очень важный вопрос, да, мы же как люди их нарушаем. И вот один из вопросов зеленых навыков, да, а как на них смотреть, на эти потоки, так, чтобы с одной стороны остаться на планете, да, сохранить жизнь на планете, при этом иметь возможности там, всяких ресурсов, еды и так далее, то есть как вписаться в эти потоки с нашими современными потребностями. Вот в этом на самом деле сейчас огромный вопрос, и зеленые навыки, они в том, чтобы увидеть вот это по-другому, да, увидеть жизнь во всей сложности взаимосвязи, да, во всей сложности взаимосвязи, потоков, ресурсов, энергии. И вот о чем мы говорили? Вот обратите внимание, да, это жизнь, да, вот наша планета Земля. Мы уже сегодня говорили, плюс 15 градусов – это средняя температура планеты Земля. И как говорит теория биотической регуляции, мы тоже положили вам на диск, это bioticregulation.ru, мы взяли оттуда эту схему, что параметры, да, в которых возможна жизнь, они очень ограничены. Вы знаете, больше 60 градусов, белок 43 и уже там разрушается 42, да, больше 60 градусов уже крайне критическая температура и там минус, да, и все, да, то есть жизнь начинает схлопываться. Соответственно, почему? Потому что вода, как только она начинает кристаллизоваться в клетках, да, она рвет клетки, и определенные, конечно, механизмы жизнь выработала, да, чтобы выстоять, да, даже в таких критических ситуациях, но обычно нам нужна вода в жидкой фазе, в наших телах, по крайней мере, да, в атмосфере она должна быть в газообразной фазе, и в запасах она должна быть, ну, в твердой. То есть, соответственно, три варианта эти, они должны быть, и базовая – это, конечно, жидкая фаза. То есть жидкая фаза, соответственно, это плюс 15 градусов. И теория биотической регуляции говорит, что вот эти параметры могут поддерживать только экосистемы. Например, представим себе, ну вот вы знаете, свет, солнечная радиация, которая попадает на планету Земля, да, она ведет к тому, что вода начинает испаряться. Вода испаряется, поступает в атмосферу. Это вызывает парниковый эффект. Каждые 10 градусов увеличивают количество атмосферной воды в 2 раза. Да? То есть, соответственно, получается накопление атмосферной воды, и это дальше начинает цикл замыкаться. То есть увеличивается количество атмосферной воды, что происходит? Увеличивается
Температура. Температура увеличивается, значит, с океана начинает испаряться больше. А больше начинает испаряться, значит, температура растет, начинает расти. То есть положительная обратная связь, да? То есть, соответственно, получается, чем больше у нас пара в атмосфере, тем больше у нас температура планеты, тем больше оно начинает опять испаряться, и все, да? И фактически вот было подсчитано также вот Виктором Георгиевичем Горшковым, что если у нас не будет стабилизационного механизма, стабилизирующего, то достаточно 10 тысяч лет, чтобы вся вода перешла в пар. То есть нет другой, если нет у нас обратной, ну, то есть какой-то системы, которая предотвращает это. То есть представьте себе, 10 тысяч лет и все. А сколько времени жизнь уже на планете существует у нас? Почти миллиардов, да? Да, миллиардов, да. Совершенно 400 с хвостиком, да, 4,5. То есть представьте себе, да, такое количество времени, и ничего не происходит. Более того, все это время температура на планете, среднепланетарная, да, не изменялась больше, чем на 10 градусов. Туда-сюда, туда-сюда, да, то есть, получается, все время оставалось в том режиме, да, которое благоприятно для жизни. Соответственно, это одно из важных доказательств того, что жизнь умеет это все стабилизировать. То есть она умеет регулировать количество пара в атмосфере. Потому что если пара будет слишком много, да, постоянно, то, соответственно, оно все испарится, температура раскалится до плюс 400, и у нас будет климат планеты Венера. Венера, с чего мы начинали. Точно так же, если мы можем упасть либо в эту сторону, я имею в виду вот общепланетарная, помните, либо плюс 290, либо минус 50, да, вот в одно из устойчивых состояний, термодинамически устойчивых состояний. И в этом смысле только вот экосистемы, которые каждый день говорят, ой, что-то нам многовато пара в атмосфере, давайте-ка подрегулируем, или маловато наоборот, да, слишком холодает, давайте-ка наоборот увеличим, да, и вот эти балансы, которые жизнь пытается все время соблюдать, они позволяют на планете сохранять жизнь. И, собственно, вот жизнь — это биогеохимические реакции, да, и их довольно много. Вот я не буду зачитывать все, я подготовила вам много слайдов, чтобы вы потом могли, когда вы будете свои модули разрабатывать, просто вот брать какие-то слайды, да, и где-то себе интегрировать, может быть, что-то там менять, переводить на кыргызский и так далее. Да? Ну, то есть вот в принципе я поэтому их сделала избыточно больше. Вот там чуть детальнее, я сейчас про это постараюсь рассказать подробнее, что если мы рассмотрим вот этот, так, а как это включается? Если мы рассмотрим этот механизм, да, каким же образом жизнь вот это вот балансирует, как достигается этот баланс? С одной стороны, вы мне скажете, конечно, существует что? Принцип Ле-Шателье. Если происходит какое-то возмущение, то жизнь, да, она начинает стремиться сместить в сторону погашения этого самого возмущения, как мы говорили с водой, да? Но похожая ситуация сейчас происходит и с углекислым газом. С углекислым газом точно так же. То есть получается, что у нас системы разрушения и синтеза, да, вот синтез и разрушение, они сбалансированы. Это углекислого газа. Я вот так сделаю, что они так или иначе сбалансированы, да? Но это не значит ни в коем случае, что они равны. То есть есть баланс между тем, сколько синтезируется, да, углекислого газа, и тем, сколько его поглощается. Каким образом углекислый газ синтезируется? Углекислый газ откуда появляется в атмосфере? Дыхание, совершенно верно, горение, совершенно верно, процессы окисления, совершенно верно. А каким образом он депонируется? Растениями. Процессы фотосинтеза, совершенно верно. И вот смотрите, происходит, вот это всегда так или иначе, оно не равно, но сбалансировано, зависит друг от друга. И очень важный момент, который мы просто должны знать и запомнить, это чувствительность биоты. То есть, когда у нас углекислый газ растет до определенного какого-то порога, биота его не чувствует.
То есть растет и растет, да? Но как только вот этот порог, ну, вы знаете, как болевой порог, да, вот сначала, если там что-то там кольнуло, мы можем не почувствовать, но когда вот эта боль мы уже чувствуем, мы начинаем реагировать. Вот точно так же у биоты, да, как и болевой порог, существует некий порог, после которого она начинает реагировать. То есть когда, и этот порог буквально 1%, да? Для разных веществ это разный порог, потому что все зависит от того, насколько экосистемы чувствительны, да, к этим изменениям, да, к изменениям этих биогенов. Ну вот, например, для углекислого газа это порядка процента. И как только получается этот порог чувствительности превышен, биосфера начинает реагировать. Она начинает реагировать двумя путями. Это либо она начинает активно фотосинтезировать, да, то есть забирать лишнее, либо она начинает останавливать реакции разложения. Да. То есть есть механизмы, которыми она стабилизирует. Да, и буквально практически любое возмущение, которое происходит, да, вот изменение вот этого уровня, количества там, того или иного биогена, биосфера может оптимизировать в течение 10 лет. Это максимум. И представьте себе, сегодня, да, вот когда мы будем говорить про изменение климата, вы все, наверное, слышали, ну, сейчас вот включи действительно чайник, и все мы слышим про изменение климата, и что причиной изменения климата является что? Нет, это да, ну что именно? Ну, не то, что я ж копаю что-то. Совершенно верно. Да, но вот в основном парниковый эффект за счет чего? За счет этого самого парникового газа, да, то есть говорят, ну, ребята, ну, многовато парникового газа, потому что мы жжем топливо, да, мы жжем нефть, газ, там, уголь и так далее, потому что все международные соглашения так или иначе фокусируются на то, чтобы меньше жечь. Ну, да, потому что они, опять же, выделяют метан и другие парниковые газы. Так вот, для биосферы этой проблемы не существует. Это буквально 10 лет, и она может стабилизировать, да, стабилизировать проблемы измененной концентрации тех или иных веществ. И это говорит нам как раз теория биотической регуляции, потому что как только мы выходим, мы чувствуем предел чувствительности, она начинает действовать, как и любое живое, да? Как и мы отдергиваем руку, когда мы обжигаемся, да? Точно так же и она начинает реагировать, как только она начинает чувствовать. Да? И вот сейчас она, конечно, чувствует, но мы с вами обсудим, а почему же она ничего не делает, да, с этим? Виктор Георгиевич Горшков, да? Это друг и соратник Эмиля Джапарыча, и Эмиль Джапарыч называл его современным Вернадским, потому что он физик-теоретик, и он посчитал эти соотношения, он стал считать, он стал говорить, слушайте, ну как же так, да, он стал считать биомассу, энергию, как это все меняется и так далее, и он увидел, разработал основные положения теории биотической регуляции, то, о чем мы сегодня говорим, да. Вот в чем состоят положения. Естественные сообщества создают условия для собственного благоприятного существования. Мы с вами это говорили, да? Эти условия поддерживаются в достаточно узком диапазоне, благоприятном для жизни. То, о чем мы говорили. 15 градусов – это температура, соответствующая влажность, соответствующее количество биогенных веществ. Да? То есть не должно быть много там чего-то или мало чего-то. Да? То есть нужно нормально, чтобы было нормально, да, ни много, ни мало. И это делают как раз вот эти вот биохимические циклы. Вы, наверное, видели эту картинку, но если нет, я ее прокомментирую. Это не значит, что биосфера была всегда одинаковой. Совсем нет. Она меняется, да? Да, она меняется. И вот раньше, да, вот нажми следующий, там красивее рисуночек. То есть раньше была биосфера 1, которая была бескислородной, да? А потом, когда выходят, появляются водоросли, жизнь выходит на сушу и так далее, появляется биосфера 2, и она уже кислородная, да? То есть в ней уже кислород. И вот эта вот первая биосфера, она до сих пор борется с нами, да, и за свою, с нашей жизнью, да? Да, откуда она на нас нападает обычно?
Да нет, ботулизм. То есть это, ну и другие, да, это бактерии, которые живут в бескислородной среде, да. То есть вирусы чуть другое, но мы о них сегодня поговорим, да. То есть, соответственно, да, вот тут тоже вопрос, зачем жизни это нужно было? Ну, жила бы она себе спокойно в этой бескислородной среде, ну, нормально же было, да, столько лет, ну, вообще, ну, было хорошо, в принципе, наверное. Во-первых, да, жизнь всегда стремится, вот к тому, что вот вы сказали, да, это очень важно, она всегда стремится создать такие системы, которые будут эффективнее регулировать. И вот те регулировали не сильно эффективно. Они регулировали как-то, но не настолько эффективно. Да? И вот, но второй момент, что да, конечно, их жизнь привела к тому, что они создали для себя условия, не подходящие для их жизни, но прекрасно подходящие для нашей. Да? И вот происходит вот это изменение, когда сине-зеленые водоросли, они начинаются, и количество кислорода увеличивается, оно опасно для них, прекрасно для нас, меняется состав биосферы, состав атмосферы. Вот здесь очень важный такой момент, который я тоже хотела рассказать о нем, это тоже говорит Горшков, да, и так далее. Вот выходит жизнь на сушу, вот она выходит. Сначала первые растения вот рядышком. Почему? Потому что здесь есть вода. И им не надо далеко ходить, вода рядом. Что далеко ходить, да? Ну, жизнь, ну, давление жизни-то большое, нужно занимать новые пространства-то и так далее. И оно стремится, конечно, жизнь стремится сюда. Но в чем проблема? Вода. Да, да. Да, они не могут уходить далеко от воды, потому что тут вода-то есть постоянно, это константа, она, да, они привязаны, они не могут уходить далеко, да, а тут то есть, то нет, то есть, то нет, то есть, то нет. И что же они делают? Что они придумывают? Хорошо, как они отрываются от воды? Так, ну хорошо, видоизменения, но... Как они видоизменяются? Что в них происходит? Появляются ткани. Какие? Проводящие. Но те, которые удерживают их тело. Правильно? То есть если они болтаются туда-сюда, вот пока они здесь, а тут они удерживают свое тело, они начинают дифференцироваться, да. Но вот тело свое, да, они поддерживают, и они, более того, они поддерживают воду. Но опять же, далеко уйти-то не сильно, конечно, потому что даже несмотря на то, что они свое тело-то поддерживают и так далее, но далеко не пойдешь, потому что воды там тоже нет. Или она то есть, то нет, то есть, то нет, ну нет этой константы. И почему появляются большие деревья, да? Ну вот древесная растительность? Потому что древесная растительность, там разная, да, она... Вот тут вот очень важный момент. Она начинает, кроме того, что там, да, они держат себя, у них действительно дифференцированные органы и так далее, они начинают испарять воду. Да, и испарять они начинают воду, во-первых, вокруг себя, а во-вторых, когда они здесь испаряют воду, и здесь создается зона отрицательного давления. То есть, соответственно, вода затягивается отсюда сюда. То есть у них площадь листьев и остальных частей тела, да, которые они испаряют, она увеличивается, соответственно, они затягивают воду, и они таким образом идут на сушу, но тащат за собой свои ведра, да, так скажем. Да, они проводят водопровод. Да? И вот это вот открытие того, что они проводят водопровод, оно оказалось крайне важным. Сейчас оно называется биотический насос, да? Который... Это удивительная вещь, я покажу вам сейчас схему. Вот обратите внимание, вот как он работает. Да? То есть, смотрите, количество влаги, которое испаряется с океана, порядка 40%. Количество влаги, которое испаряется лесами, именно лесами, здесь нужно вот обратить внимание, дикими лесами, 57%. То есть больше, да, соответственно,
Да, соответственно, здесь создается зона отрицательного давления, оно как бы затягивает воду внутрь континента, и поток влажного воздуха идет с океана вглубь континентов, да, и, соответственно, осадки, жизнь научилась регулировать осадки. Она говорит, вот это мое испарение, да, конечно, мне жалко расставаться с водой, я ее так вот, ну, тщательно, да, копила, да, мне так она важна, но я как будто в банк вложусь, да, я вложусь в банк, и она мне вернется с процентами. Видите? То есть логика того, что я буду в нее, я буду вкладывать, чтобы возвратить ее с процентами в виде осадков. И таким образом возникает вот этот самый круговорот воды, который создается благодаря жизни, которая идет постепенно, шаг за шагом, идет вглубь континента и тащит с собой реки. Действительно, как вот замечательно сказали, вот это вот самая система водопровода. Это только один цикл, который мы сейчас с вами проговорили, да, цикл воды. Но мы знаем о том, что вот этих биогенов, их много, то есть веществ, которые крайне важны для того, чтобы жить. Да? И жизнь осуществляет много функций. Это и газовая функция, вот Вернадский как раз выделяет эти функции живого вещества, это и газовая, кислородная, окислительная, кальциевая и так далее, восстановительная, вот эти все функции. И это как будто множество вот этих маленьких маятничков, да, в каждой из этих функций. То есть тут изменилось, оно шатнуло, Le Chatelier шатнул сюда, тут изменилось, Le Chatelier вернул. И вот представьте себе, эти маятнички везде работают, да, для того, чтобы стабилизировать везде. Но есть такой момент, представьте себе, вот мы все достабилизируемся, да, вот все стабильно, все отлично. И вот здесь вот, например, вот экосистема леса, да, лес прекрасный, все замечательно. Зачем природе понадобились травоядные существа? Да. Но это раз. А еще? Зачем травоядные понадобились? Ну вот все замечательно. Вот смотрите, вот есть бактерии, есть растения, да? То есть продуценты, консументы. Ну, вернее, редуценты. Продуценты, редуценты, да? Бактерии, редуценты, да. Зачем им консумент? Углекислый, да, так и эти могут. А бактерии могут все, что хотите. Ну, вот смотрите, вот то, что сказал Вернадский, он говорит, слушайте, ну вот ни одно существо не может все эти функции выполнять, но бактерии могут. Ну, не одно, конечно, но множество бактерий они могут. А вот в остальном ни одно существо не может эти все функции выполнять, да? Зачем вдруг жизни понадобилось, ну, вот этих каких-то там барашков? Так вот листья. Так вот листья падают и редуцируют. Ну, чтобы дальше вглубь континента идти. Это... В природе пищевая цепь обязательно должна быть в природе совместно со всеми биологическими существами. Но видите, мы это видим, поэтому мы говорим «должна быть». А с чего она должна быть, да? Ну кто сказал? Зачем? Какая функция? Спокойно себе живи. Вот у тебя деревья, вот у тебя бактерии. Ну чего тебе не хватает? Ну зачем? А? Многовато их, да, на одном месте. Для регулирования баланса. Это вы пирамиду уже говорите, да. Но смотрите, ведь проблема в чем? В том, что вот то, что говорит опять же теория биотической регуляции, она говорит, ребят, иногда надо делать так, чтобы их кто-нибудь возмущал, эти сообщества. То есть разрушал чуть-чуть, да, убирал эту вот, какую-то биомассу. Для чего? Постоянно в стимуле, да, мы должны быть постоянно в стимуле. Почему? Потому что как только она заснет и скажет, нет, все нормально, я уже ничего не это сам. Конечно, не развитие, она не сможет быстро и вовремя отреагировать на изменения. А тут вулкан, а тут что-то, да, а ремонтных видов, вот тут вот ремонтные виды, это виды,
Мы уже говорили про них. Это виды, которые меняют окружающую среду в неблагоприятном для себя направлении. Да? То есть пришел, все съел, ему же плохо будет, то есть ему надо куда-то идти. Да? Соответственно, они меняют вот эту вот среду в неблагоприятном для себя направлении. Для чего? В этот момент начинают просыпаться иммунный ответ, да, как бы экосистема, она быстро размножается в этом месте, да, она быстро восстанавливает, залатывает вот эти вот дыры, да, которые появились вследствие нарушений, да, и вот эти вот нарушения локальные, они позволяют... Когда пожары происходят, Она быстро начинает восстанавливаться, да, в том числе, но должны быть ремонтные виды. И если никто ее не нарушает, эти ремонтные виды тихо сдохнут, и все. И, соответственно, тогда останутся только виды климаксового сообщества, да, то есть все, когда вот они встали как столпы и никуда, да, вот они уже все. А тут, когда кто-то возмущает периодически, появляется крапивка, да, виды, лопухи, крапивка, лопухи там и так далее, щавельчик где-то, да, то есть то, что растет быстро, биомассу дает быстро, и они являются ремонтными видами. Да? А потом тихо сдыхает, уходит на второй план, не полностью, не 100% умирает, да? Но придут опять овечки, опять они выскочат, да? И так далее. То есть, соответственно, нужно все время еще иметь иммунитет, да? И экосистема должна иметь иммунитет. А вот, знаете, вот такой интересный мысленный эксперимент, опять же, был, представим себе, называется он «Биосфера белых и черных маргариток». Такой красивый, да, красивое такое название. Это как раз Лавлок предложил такую мысль, да, о том, что представьте себе планету. На этой планете есть только два вида маргариток, белые и черные. И эти маргаритки, ну вот когда становятся маргаритки, оптимально живут в температурном режиме, вот максимум они могут жить от 5 до 40 градусов. Все, 41 дохнут, 4 дохнут. Да? Самый оптимум температурный 20 градусов. Вот маргаритки любят 20 градусов. И получается, белые маргаритки, когда на них попадает солнышко, они что? Ну, белый цвет, да? Они отражают, соответственно, они чуть-чуть охлаждают. Черные маргаритки, когда на них поглощают, соответственно, разогревают. Белые охлаждают, черные разогревают, да? И вот получается, что в какой-то момент, ну то есть они вот есть и те, и другие, и белые, и черные. И получается, вот представьте себе, в какой-то момент слишком много появилось черных, да? Соответственно, температура поднялась выше 20 градусов, ну выше их среднего, да, оптимума. Что происходит? Белые? Нет, они все плохо себя чувствуют, да? Белые начнут интенсивно развиваться, чтобы охладить, да? Черные чуть-чуть уходят, да? Потом точно так же начинает похолодание быть и так далее, да? То есть вот такие вот балансы. Но Горшков сказал: нет, ребята, эта экосистема долго не проживет. Как вы думаете, почему? Ну, энергии нет. Почему? Стресса не будет. Хорошо, стресса не будет, да. Еще почему? Иммунитет не так сработал. Еще какие варианты? Да, да. Постепенно начнут накапливаться ошибки. Потому что генетическая память, да, которая есть у этих видов, она начинает сбоить иногда, да? И, соответственно, начнут накапливаться ошибки, постепенно она превратится в экосистему серых, да, ну, в смысле в биосферу серых, и оно тихо загнется, потому что она не сможет регулировать. Почему? Потому что нету, то, что вы уже начали говорить, не хватит разнообразия. 2 – это крайне мало, должно быть много, должно быть огромное разнообразие. Потому что каждый раз для того, чтобы вот осуществлять все эти циклы, да, должно быть много существ, которые на каждой конкретной территории поддерживают этот баланс. Да? И как только происходит возмущение, да, этот баланс должен быть восстановлен. Они должны приходить в себя при любом нарушении.
И, соответственно, получается, что когда мы говорим про изменения многих веществ, да, биосфера так или иначе стремится минимизировать эти воздействия. И минимизировать эти воздействия она может благодаря разнообразию, потому что разные виды друг к другу подходят, они заточены очень четко своей генетической информацией друг к другу по то, как надо регулировать эту конкретную локальную окружающую среду. Да? И вот, кстати, когда мы павловнию сажаем на Иссык-Куле, как вы думаете, она может регулировать окружающую среду? Да. Павловния. Павлония? Да, павловния. Может. Вот про это будем, потому что что она? Она быстро размножается. Но, да, но является ли она элементом этой экосистемы? Нет. А соответственно только элементы этой конкретной экосистемы, которые очень долгое время пристраивались друг к другу, да, потому что говорили, ага, ты делаешь это, а я вот это, ты разлагаешь, я создаю, ты разрушаешь, в этот момент, как только ты начинаешь больше создавать, я начинаю больше разрушать и так далее, да, то есть они друг к другу приспособлены, да, как только мы вносим чужеродное, оно говорит, а я не знаю, что с этим делать. Ну, я вообще не отсюда, да, то есть я под другой климат, и, соответственно, мы вносим буквы другого алфавита, и экосистема их не читает, они друг к другу не стыкуются, да, не приспособлены. Угу. Да. Ну, еще раз вот хочу отметить, почему эта биосфера маргариток невозможна. Ну, нет единого организма, который может все функции обеспечить, это раз, да. Во-вторых, должен быть всегда механизм, да, который будет минимизировать вот эти самые ошибки, которые будут накапливаться, и в том числе поэтому у нас появляются консументы первого порядка, второго, третьего, то есть система, чем сложнее система, тем лучше она может вот эти вот балансы выстроить, и потому что когда вот стали моделировать эту систему маргариток, да, туда ввели зайчиков, белочек, лисичек и всех остальных и начали надстраивать вот то, что вы говорите, вот эти консументы, редуценты, продуценты разных порядков, и стали видеть, что да, она стала устойчивее. Да. Потому что, то есть окружающая среда, да, и жизнь, она наращивает вот эти уровни сложности для того, чтобы иметь возможность стабилизировать окружающую среду. Именно поэтому слишком простая, с небольшим количеством видов среда не является устойчивой. Стоит выбыть каким-то нескольким видом, на их место никто не встанет, начнется дисбаланс, начнется дестабилизация. Ну, представьте себе, если у нас там всего 2 вида, которые регулируют, ну, например, там кальций, да, какой-нибудь, или углекислый газ, да, один вид что-нибудь, нарушение какое-нибудь получил, да, уходит с арены, второй не справляется, все, у нас начинается изменение среды, и некому вот привести это в баланс. Соответственно, нам нужно разнообразие, потому что они друг с другом еще находятся в постоянном взаимодействии, что даже если один не справляется, другой подключится, да, и они друг с другом тоже находятся вот в этом вот, ну, как бы совместном ансамбле, да, как это сделать. Ну, это, собственно, вот обратите внимание, да, буквально несколько схем доказательства биотической регуляции. Да. Это, например, на примере углекислого газа, то, что мы с вами видели, да, уже, то есть производство углекислого газа, его разрушение, да, биотическое управление и внешняя среда, и мы понимаем, что если начинает сбоить экосистема, то на самом деле разрушение среды будет гораздо быстрее, если ее не будет вообще, потому что скорость обмена веществ в экосистеме на несколько порядков выше, чем без жизни. То есть жизнь ускоряет на несколько порядков вот эти процессы, да, циклы геохимические, по сравнению с просто геохимическими. То есть вот это выдувание и все остальное, оно на порядке ниже. То есть скорости просто, ну, как бы на несколько порядков выше. Ну вот, видите, то есть если у нас равно между созданием, ну, как бы вот производством и потреблением, да, то есть производство и потребление равно, да,
то это неустойчивая ситуация. Почему? Потому что как только возникает возмущение, оно не сможет стабилизировать. То есть биосфера должна иметь возможность, должен быть вот этот порог, да, порог чувствительности. Потому что, например, раз у них одинаково, да, что производство, что потребление, да, и они живут себе спокойно, никого не трогают, а тут вулкан, все, накрылось все медным тазом, да, то есть они не успели среагировать, они не успели стабилизировать, да, и это проблема. Соответственно, получается, что как только происходит возмущение, они должны среагировать, поэтому они скоррелированы, но они не равны. Они не равны, но они скоррелированы. Экосистема, вот как она выглядит, вы уже говорили про автотрофы, гетеротрофы и так далее, да, вот энергия Солнца, экспорт, значит, энергия, вещества и так далее, да, и вот они как экосистема, как бусинки, да, нанизываются на этот поток энергии, да, то есть автотрофы, гетеротрофы, вот оно уходит в запас, да, веществ, и, собственно, энергия Солнца, она вот проходит через экосистему, обрабатывается этой самой экосистемой, и точно так же вещества, да, то есть они проходят, видите, вот импорт веществ, это схема по Одубу, да, они проходят через экосистему и, собственно, обрабатываются экосистемой. Ну, я специально привела, зная, что вы вчера будете проходить Дэйва и кого? Да, и Алекса. Да, вот такую непонятную схему. Ну, что это такое, чтобы сознание так чуть-чуть напряглось. Это что? Что это? Да, конечно, это пирамида веществ и энергии, да, то есть пирамида веществ и энергии, о чем вы сегодня уже начали говорить, что каждый следующий трофический уровень, да, он меняется, да, устойчивая система, то есть получается, что происходит изменение, если у нас, например, количество видов, да, количество видов продуцентов больше на 17 порядков, чем консументов, да, консументов первого порядка и тогда консументов второго порядка еще там на 5, да, порядков меньше. То есть все время оно происходит вот суживание, да. То есть, соответственно, вот оно выглядит вот так. И биомасса, и энергия, и численность. Оно выглядит таким образом. А вот это что? Водный, да, совершенно верно. Это водная экосистема. Потому что планктон, да, но он почему? Используется, да, у него очень быстрый цикл вот этого вот поедания, да, то есть он очень быстро размножается, но он тут же быстро и изымается, да, очень быстро поедается. И паразитическое тоже перевернутое. Совершенно верно, и паразитическое перевернутое. Так вот почему нам важно вот это понимать? Для того, чтобы понять, а мы где? Мы люди, мы где, в каком месте мы, ну понятно, вы скажете, что ну-то мы-то вот здесь, это точно, мы-то тут, да, но видите, есть закономерность, что каждый берет определенную часть, да, изымает сколько-то, и вот это и есть лимит, да, нельзя изъять больше, чем, иначе экосистема начинает рушиться, да, то есть если мы возьмем больше, да, чем мы можем себе позволить, чем отведено нам природой, да, то, соответственно, да, оно начнет разрушаться. Вот обратите внимание, существа нашего размера, они должны потреблять порядка 1% биомассы, 1% энергии, да, экосистем, но мы вышли за этот предел, вот обратите внимание, да, мы потребляем порядка 10%, да, энергии, и смотрите, какое количество биомассы, да, мы потребляем, хотя нам положено, ну, опять же, как положено, это посчитано, да, то есть нам, исходя из нашего размера тела, да, потому что в зависимости от размеров тела существа потребляют количество энергии в биосфере и биомассы. Вот в зависимости, видите, вот слоны там 1%, мы 1%, а в результате мы сильно вышли за этот 1% и энергии, и биомассы. Но мы изымаем больше, чем. А вот на что же мы ее изымаем? Давайте посмотрим. Это распределение биомассы, видите? То есть вот когда жизнь вот вышла, да, практически большая часть ее стала
существовать на суше, большая часть биомассы, чем в океане, да? И, соответственно, на суше, экосистемы суши гораздо больший вклад вносят в регулирование окружающей среды, в регулирование параметров окружающей среды. Ну что мы с ними делаем? Да? И получается, что, смотрите, живое вещество океана и экосистемы суши. Видите, вроде, казалось бы, мы знаем огромные шикарные киты, да? Там планктон и все остальное, а на самом деле вот распределение, оно вот такое, да? То есть живое вещество распределено неравномерно по планете, да, и, соответственно, и функции этого самого живого вещества, они реализуются вот в большей степени на суше по поддержанию окружающей среды, но это не значит, что морские экосистемы не делают вклад, конечно, делают, да, свой. Вот обратите внимание, да, биомасса Земли, как она выглядит, да, то есть кого сколько вообще есть. Вот животные только, да, бактерии, вирусы, археи, вот грибы, бактерии, а вот животные. Их всего столько, биомасса, да, животных. Это водоросли, да, растения. Вот это количество биомассы, вот мы люди, количество биомассы людей, наших тел, да. Вот это количество биомассы скота, да. Вот это вот мы все вот это вот расшифровываем, да, вот животные, и мы расшифровываем, из чего это состоит, да. Люди, количество скота, да, моллюски, всевозможные морские организмы, головоногие, насекомые и так далее. Вы это получите, вы увидите, да, то есть, что вот эта размерность, кого и сколько, но обратите внимание, да, разница между животными, вот она пирамида, растениями, бактериями, вот они редуценты, да, наши, вот они продуценты, а вот они консументы. И в этих консументах мы уже смогли навести ужасный беспорядок. Вот обратите внимание, вот это биомасса. Да? И вот смотрите, в 2020 году количество антропогенной массы, что такое антропогенная масса? Это наши здания, да, это наши здания, сооружения, машины, металлы, все. Вот эти здания, книги, ну все, что здесь есть, да, оно превысило массу всей живой биомассы. И вот эта схема, видите? То есть вот она живая биомасса планеты, да? А вот наша биомасса антропогенная, не тел наших, да? А то, что мы производим, то, с чем мы вот живем, строительные материалы, кирпичи, да, вот здесь вот, агрегаты различные, там машины и так далее, металлы, асфальт. И смотрите, пластик. Кажется, что их много, а на самом деле, смотрите, какие балансы, да, то есть балансы поменялись. С другой стороны, если мы посмотрим на биомассу планеты в целом, то для того, чтобы регулировать биохимические циклы, достаточно в 4 на 4 порядка меньше биомассы, чем та, которая сейчас есть. Зачем планете так много биомассы? На всякий случай. Ответ состоит в том, чтобы регулировать быстро, порядка в течение 10 лет. Почему? Нужно сохранить виды. Потому что если, вот когда ее много, она может реагировать быстрее, она может быстрее вот эти нарушения, да, как бы зашивать, да, может быстрее их восстанавливать. Но проблема в том, что если она задержится, если она не сможет вовремя это восстановить, то произойдет потери. Она начнет терять своих солдат, она начнет терять виды, она начнет терять разнообразие, генетическую информацию и так далее. И это большая проблема. Тогда на следующем этапе она не будет так успешна, она не сможет тогда быть устойчива, да, и существовать максимально долго во времени. И обратите внимание, мы подрубаем именно это. То есть, соответственно, когда мы говорим о проблемах, связанных с изменением климата и так далее, видите, а кто будет это регулировать? Наши здания? Сооружения? Кто? Да? То есть получается, а мы сами не можем этого делать. Мы не умеем, и мы не сможем еще очень-очень долго, потому что, представьте себе, клеток, вот если мы уж о них стали говорить, 10 в 29 степени в биосфере, 10 в 29 степени. Сложность каждой клетки практически как компьютер.
компьютеров вот во всей цивилизации 10 в 9. Ну, это максимум, да, это максимум, это даже с заделом взято. То есть, соответственно, вся сложность цивилизации даже близко не подходит к той сложности, да, организации живой материи, какая на сегодняшний день есть вот в этом вот столбике. То есть вот этот столбик на порядок проще, он выхолощенный, он простой, да, и по сравнению с этим, более того, многие из этих материалов, которые мы здесь видим, они изъяты из циклов жизни, из биогеохимических циклов, например, пластики. То есть все, как только мы их вытащили, да, биоразнообразие не может их расщепить. Соответственно, оно не досчитывается определенных, да. То есть мы их вытаскиваем, но мы их не интегрируем обратно. Вот обратите внимание, коллеги, мы сейчас живем с вами в рамках 6-го массового вымирания видов. Вот такие полосочки вы еще увидите, когда я буду говорить про изменение климата. Каждая полосочка – это год. Это год. Вот эти данные были сделаны по планетарному индексу, Planet Index, да, и вот обратите внимание, да, чем более серый год, тем больше видов выбыло из экосистемы. То есть зеленый – это количество, ну, это минимально, это, ну, вы знаете, что в рамках там, эволюции и так далее виды выбывают, конечно, да, но скорость их выбывания, да, вот она, ну, вот стандартная, да, и это там. Скорость, нарастает скорость выбывания видов из биосферы, да, и сегодня речь идет о том, что мы живем в рамках 6-го массового вымирания видов, которое происходит по вине человека. И вот эта вот проблема связи между изменением климата и биоразнообразием, ее по-разному видят. Но проблема в том, что сегодня, вот когда мы говорим про проблему СО2, для живой биоты, которая не нарушенная, которая вся зелененькая, этой проблемы не существует. Она ее стабилизирует за порядка 10 лет. Она спокойно стабилизирует проблему, связанную с углекислым газом. Да, некому стабилизировать. Вот в чем проблема. Ну, может и незачем, если она переходит, но в некоторое другое состояние. Вот кроме углекислого газа, биосфера, она регулирует и воду, как мы с вами говорим. И вот теория биотической регуляции, да ты оставь здесь, теория биотической регуляции говорит о том, что вот вся вода на континентах, она находится благодаря работе биосферы. И если мы вырубим все леса, то реки перестанут течь порядка за 10 лет. Совершенно верно. И существующие на планете пустыни, вот как говорил Эмиль Джапарович Шукуров, они все связаны с тем, что были вырублены леса вот на этой территории, вот отсюда, да, вот это океан, мы знаем, да, 600 километров. Ну и дальше. И дальше, да, ну вот это то, достаточно. ну да, ну это вот критическая такая критическая зона, да, откуда потом очень сложно затянуть. Даже если потом в центре континента они есть, они начинают гибнуть, потому что недостаточно силы затянуть. Соответственно, вот эти зоны, а именно тут селился человек. То есть он селится, убирает вот эти все, значит, леса на этой территории. Биотический насос начинает затухать, да, постепенно он начинает затухать, реки начинают мелеть, и в середине континента не засасывается вода туда, да, становится меньше осадков, и в результате в центре континента мы получаем пустыни. Пустыни, Сахара, да, и так далее. И вот вы знаете, а кто был в Египте? Ну вот, если видели, да, это же просто, там же просто пустоши. И это разрушенные экосистемы, которые, ну вот, конечно, да, и кедры, да, потому что строение и так далее. И получается, что, но если раньше вот эти цивилизации, да, которые жили вот здесь, вот на этой территории, они, ну вот они здесь жили, там дальше, вот вырубили, и они же сами и померли, да, ну и все, остались в истории, да.
А теперь что? А теперь получается же проблема в том, что мы перестали быть локальными, мы стали глобальными, да, то есть мы вступили вот в новый этап развития, да, когда мы везде. И получается, что если раньше мы вырубаем в одном месте, оно компенсируется другим, потому что у биосферы огромный потенциал компенсаторики, как у нашего организма, да, тоже. Где-то что-то сбой произошел, компенсируется за счет работы другого. Вот точно так же и биосфера. Что-то случилось в одном месте, мы компенсируем за счет другого. И вот в тот момент, когда компенсация уже не может осуществляться, она начинает разрушаться. И вот сейчас мы находимся на этом этапе. Да, то есть когда компенсацию то есть раньше оно компенсировалось, вот сейчас там за счет экосистем океана, да, как-то вот океан компенсирует, да, но этого уже недостаточно. И получается, что вот после, наверное, 70-х годов, да, начинаются вот эти сильные откаты, начинаются в том числе там стихийные бедствия и так далее. Мы поговорим с вами об изменении климата, но чуть позже, и попробуем посмотреть, а что происходит, да, какие сценарии и так далее. Ну и вот с детьми можно посмотреть вот на «Навсику из долины ветров», это очень интересно, вы можете дать им этот мультфильм, посмотрите сами, можете дать им этот мультфильм посмотреть дома, потому что, собственно, это другое видение, да, то есть когда это попытка посмотреть с другой стороны на то, что нас окружает, да, придать другой смысл, пересобрать систему, да, по-другому. И мы вам всем приготовили раздатки, мы вам всем раздадим. Это то, каким образом определить естественную и искусственную экосистему. Это вот такие вот определители, да, вот они вот так вот кружатся, да, вот. И вот это вот ремонтные виды, да, то есть это виды, которые показаны на розовеньком, да, фоне. Вот здесь вот вы увидите, не каждая экосистема, не все зелененькое, что вот мы выходим, зелененькое видим, вот далеко не все из этого зелененького действительно регулирует окружающую среду. Некоторые зелененькое вообще не регулируют, а ровно наоборот, разрушает. Например, плантации, например, павловнии, да, то есть они наоборот разрушают, потому что они в других местах живут, да, то есть у них много воды, они начинают их, или вот, например, в Африке эвкалипты, да, их сажают, эвкалипты растут, снимают урожай для бумажной промышленности, а потом там не растет ничего. То есть они умирают там все, да, то есть это зеленые пустыни, они так и называют их. Соответственно, только та экосистема, которая исконно здесь и на этой территории, она связана с этой территорией, она знает эту территорию, знает, да, в кавычках, понятно, что там никакого сознания нет, да, но она знает с точки зрения вот этой приспособления, да, вот генетики. Понятно, что она зреет, да, тоже экосистема то есть не появляется так, что она раз и сразу вот взрослая, да, точно так же, как и человек, да, экосистема зреет, растет, и вы знаете это слово сукцессия. Сукцессия, да. Конечно, и она должна дойти до системы климакса, да, для того, чтобы вот уже встать и сказать, а я теперь буду регулировать окружающую среду, потому что до этого она занята собой, точно так же, как и человек, да, занят собой, растет, там, зреет и так далее. И вот это и есть климаксовое сообщество, то есть климаксовое сообщество, зрелое сообщество леса, оно регулирует окружающую среду лучше всего, да. У него уже мало биомассы, он мало биомассы производит, да, потому что он занимается другим. А вот в процессе более ранние, да, в сукцессионном плане экосистемы, они производят больше биомассы. И человек все время с климаксового сообщества отодвигает их на более раннюю стадию. Почему? Потому что можно больше взять с них. Да, они больше производят, соответственно, они все время отодвигают, да, мы, люди, все время отодвигаем. Но нельзя отодвигать, есть пределы. Да, и ты можешь отодвигаться до такой степени по вот этой вот сукцессионной линии, что оно просто разрушится, то есть возьмешь из нее слишком много. Да? То есть вот эти балансы мы должны учить детей, да, как видеть, как научить читать язык, да, язык биосферы, язык экосистемы. Вот, соответственно, вот этот ключ, он поможет читать этот самый язык. Да? Вот тут вот видите тоже есть розовые, да, разрушенные или антропогенные, то есть те экосистемы, на которых антропогенное воздействие достаточно серьезно, восстанавливающиеся, да, и зрелые. И вот в зависимости от того, какие виды
Вот вы вышли и увидели много крапивы, например, да? Это говорит о том, что экосистема находится в процессе восстановления, да? Она не климаксовая. Дайте ей возможность, вот не трогайте, да? Дайте ей возможность восстановиться. Вот это важно. Соответственно, вот этот язык, на котором говорит с нами экосистема, нам нужно осваивать, и это зеленый навык. Это важный зеленый навык, смотреть, что нам говорят не только друг, который там, я не знаю, рядом за партой, или учитель, но что говорит экосистема, как услышать ее, как понять этот язык. Вот об этом тоже, ну вот это и другие материалы, которые мы вам подготовили, да, и вот второй момент, почему нам важно знать, как она работает, да, вот эту механику, почему нам важно знать, что есть продуценты, редуценты, консументы, зачем? Для того, чтобы уметь восстановить. Да, вот Эмиль Джапарович Шукуров, он на этом выстроил шаги, каким образом можно восстановить экосистему. Ну, понятно, если рядом что-то есть, да, какая-то более-менее здоровая экосистема. Вы находите территорию, да, которая хоть как-то граничит с этой самой экосистемой. Почему? Потому что должны перейти консументы, да, вот и редуценты тоже. Собственно, вот на этом участке подсеиваете различного рода семена для того, чтобы привлечь этих самых консументов. Да? То есть и вот эти шаги, да, мы привлекаем консументов, а потом, когда у нас увеличивается количество биомассы, эту биомассу должны разрушить редуценты. Но если их нет, что с ними делать? Их надо вырастить. Соответственно, эту биомассу мы должны сгребсти, поливать какое-то время и ждать, когда эти самые консументы вырастут там. То есть есть вот эти вот шаги, которые нам оставил Эмиль Джапарович, да, о том, как проблема в том, что у нас с каждым днем вот этих самых естественных экосистем становится меньше и меньше. И навык, который мы должны дать детям, с одной стороны, если вы увидели, это сокровище. Да, вот вы увидели нетронутую естественную экосистему, сразу это сокровище, ее надо сохранить. Да, второе, то есть учить увидеть, учить различить это, что вот это сокровище, это сохраняем, а вот это, ну это просто зелененькое, да, вот. А второе, ну хотя зелененькое тоже надо сохранять, да, с умом к нему относиться, да, то есть я не говорю, что нужно там рубить, не дай бог, там деревья в Бишкеке и в Караколе и так далее, нет, конечно. Вот, это другие сразу вопросы. Но ценность естественной экосистемы колоссальна, потому что от этого зависит жизнь. И второй навык, если вы увидели, да, и вы понимаете, что вот это можно восстановить, они должны знать, как это восстановить. Это простые шаги. Но они основаны именно на этом представлении, что есть пирамида, есть консументы, редуценты, продуценты, их надо всех пригласить в эту самую экосистему, надо создать для них условия, для всех из этих типов существ, да, в рамках этой пирамиды. Вот. И если вы, большинство из наших детей, так или иначе, они будут природопользователями, к сожалению, да, они не природосохранителями. Например, те же пастбища-пользователи. Они должны понимать, а сколько мы можем взять. Сколько мы можем взять. Это очень важный момент, потому что лимиты. И вот эти лимиты, которые до сих пор у нас, мы их не проблематизировали. То есть берем и берем, да, а нам нужно понимать, что вот это можно, а дальше уже нельзя, потому что иначе мы получим разрушенную экосистему, которая нас не будет кормить, никогда больше, да.